Уникальный объект, в котором сконцентрированы талант и энергия людей, уже работающих во благо нашей страны. Так просто и одновременно амбициозно в Алабуге говорят о новой штаб-квартире Политеха, где буквально каждый метр усыпан мечтами и инновациями. Рады приветствовать вас на торжественном открытии штаб-квартиры Алабуга Политеха. Поздравить студентов с новосельем приехали Рустам Минниханов, глава ВТБ Андрей Костин и заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. В высокотехнологичной Алабуге прямо на экране они подписывают план ее перспективного развития на 25 лет. Просим утвердить и дать старт обратному отчету по включению спутников Юпитера Ио, Европа, Каллиста и Ганимед в ОНЗ Алабуга. Штаб-квартира больше, чем головной офис. Это многофункциональный комплекс, в котором есть все для жизни и работы 2000 студентов и специалистов. Построено 706 квартир. Гостям показывают одну из них. Откуда? Город Симферополь, Республика Крым. Город Херсон. Город Павлович, Нижегородская область. Город Тольятти. В таких номерах живут студенты. Внутри мебель и вся необходимая техника. Впечатление очень положительное, потому что я посмотрел другие общежития в моем городе, в соседнем городе, и мне очень не понравилось там. Здесь мне нравится планировка комнаты, обустройка, то есть в тех общежитиях нет духовок, стиральных машин элементарно, а здесь все это присутствует. Здесь все для полноценной жизни и отдыха. Многофункциональный спортивный игровой зал, спа-центр, зоны общепита, салоны красоты, коворкинги, детские и переговорные комнаты. С 1 по 9 этаж у нас могут проживать до 1692 человек. Далее еще плюс, то есть у нас получается в общей сложности 2000 человек проживания. На первом этаже у нас 8-местные номера, на 400 человек. Со 2 по 3 этаж у нас 4-местные номера, с 5 по 6 этаж двухместные номера, далее у нас одноместные номера. 18-этажное здание имеет форму пирамиды. По задумке архитекторов, в этом заложена философия особой экономической зоны. Словно по ступеням ты должен подняться на вершину успеха. На самом верху пирамиды прототип советского шаттла «Буран». Ведь с этого дня тема космоса для Алабуги одна из приоритетных. Я занимаюсь разработкой биотехнологий и проектировкой конструкций промышленных и капитальных объектов. Через 25 лет Алабуга намерена запустить экспедиции к спутникам Юпитера, развивать там тяжелую промышленность, сельское хозяйство, биотехнологии и строить хостелы. О столь космических задачах, возможно, уже знает Илон Маск. Накануне Алабуга установила билборд напротив офиса американского миллиардера в Лос-Анджелесе. На черном фоне изображена сама штаб-квартира, Юпитер, взлетающая ракета и фотография Сергея Королева с надписями «Илон Маск, как насчет спутников Юпитера? Сергей Королев в нашем ДНК» и «Поехали». Нет, дело не спрос, отменишь. Для воплощения таких амбициозных планов нужны высококвалифицированные специалисты, и в Алабуге знают, как их воспитать. 8 лет назад здесь создали образовательный центр для обучения специалистов особой экономической зоны. Его назвали Алабуга Политех. Колледж, где учащиеся со всей России осваивают и теорию, и практику. В первой половине дня обучаясь под наставничеством лучших инженеров на современном оборудовании, во второй садясь за парты и изучая программу среднеспециального образования. Когда ребята выпускаются с первого курса, переходят на второй курс, они full-time весь день с 8 до 5 работают, и потом у них вечером вечернее образование. Теория по спецдисциплинам от тех же преподавателей в колледже. В результате на выпуске мы что имеем? Мы имеем выпускника колледжа с дипломом среднепрофессионального образования, 19 лет, 3-4 года опыта на реальном оборудовании, на реальном производстве. Стоимость обучения одного студента около 1,5 миллиона рублей в год. Но для самих ребят оно бесплатное. Каждый поступающий заключает трехсторонний целевой договор с колледжем и резидентом особой экономической зоны, по которому он обязуется отработать 3 года. Начиная со 2-го курса к выпуску уже многие ребята завершают контракт и вправе выбрать, куда идти дальше. Почти все остаются, привлекают условия работы и зарплата. Вообще не тяжело. Мы знали, на что шли, нам это интересно. В то время как среднестатистический студент, он просто работает и сидит, грубо говоря, у родителей на шее. Мы сами себя уже обеспечиваем, живем отдельно. И первую неделю было тяжеловато, а потом уже привыкли. Главное — график держать. В
планах Алабуги готовить на базе политеха до 10 тысяч специалистов в год. Этому поможет новая штаб-квартира и созданная здесь инфраструктура. А это место называется Assessment Center. Другими же словами, это огромная игровая комната, где студенты политеха в прямом смысле играют в компьютерные игры. Но не простые, а проверяющие навыки, приобретенные ими на учебе. Так, юристы должны успешно проводить сделки, экономисты не допускать финансовых рисков. Те, кто выигрывает, повышают свой общий рейтинг. Те, кто проигрывает, соответственно, наоборот. Поэтому это своего рода экзамен. На создание штаб-квартиры было выделено 7 миллиардов рублей. 53 миллиарда на развитие всей особой экономической зоны. Пока она остается самой успешной в Европе, через 25 лет в планах Алабуги стать лучшей во всей Солнечной системе. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Алабуга.